То, что кафедра сформировалась, это совершенно очевидно. Она, я бы вот ее не как пятилетним ребенком представляла, да, несмотря на то, что для кафедры и для специализации это срок, в общем, достаточно маленький, хотя это срок подготовки одного поколения выпускников. Кафедра, по сути, созрела еще и в недрах кафедры журналистики, которая существовала у нас вот 45 лет. Созрели такие условия, когда можно было отделиться и сформировать совершенно новые научные направления. Изучение средств массовой информации, электронных средств массовой информации с учетом новых тенденций и, как сейчас принято говорить, вызовов 21 века. Одной из первых специализаций была специализация по тележурналистике. Мы, естественно, осознавали, что подготовка профессионала в области телевизионной журналистики требует специальных средств. И эти средства возможно развивать, совершенствовать, культивировать и расширять только в условиях отдельно существующей кафедры. Казалось бы, что телевизионная специализация готовит только телевизионных журналистов, но фактически это специалисты по управлению информацией. Конечно, они работают в телекомпаниях, это большинство наших выпускников, но они успешно работают в бизнесе, работают в рекламных агентствах, работают в государственных учреждениях. То есть, где нужны аналитические способности, где нужно умение контактировать с людьми, там их место. Мы очень рады, что вы оценили наши труды. Для нас это уже большая ценность. Мы благодарим всех наших преподавателей за ваш труд, за то, что вы воспитываете поистине настоящих звезд татарстанского, я бы даже сказала, российского телевидения. Креативная, творческая сторона процесса подготовки тележурналистов играет здесь одну из ведущих ролей. Это стимулирование творчества, это относительно и абсолютная свобода творческой деятельности студента и в процессе подготовки учебных работ, и в процессе самостоятельных творческих изысканий. Я сейчас хочу снять стендап возле кабинета кафедры геологии, нефти и газа. Начинающий корреспондент решил отснять свой первый в жизни стендап. Но, как это всегда бывает, первый блин выходит комом. Мне показалось, что вот сейчас второй раз я получше рассказал, и он по объему как бы меньше был. Как раз то, что нужно, по-моему. Мы убеждены, это наша как принципиальная позиция, это совершенствование, так скажем, профессионализма телевизионного журналиста от, так скажем, от усложнения жанровой структуры. То есть, если на втором курсе наши студенты делают сюжеты в простейших жанрах, таких как заметка, таких как отчет, информационные интервью различные, и заканчивая тем, что на пятом курсе, в конце своего обучения на нашем факультете, наши студенты готовят телевизионный очерк, то есть готовят документальный фильм. Подготовить студента-телевизионщика без работы с камерой, без того, чтобы он ощущал микрофон, ощущал студию, и эту тишину студии воспринимал как сигнал к действию, практически невозможно. Кафедра создавалась в рамках телевизионной специализации, но тогда у нас уже появились задумки, которые мы осуществили в полной мере вот за эти 5 лет. Это новые специализации, новые направления, связь с общественностью или public relations, как принято говорить, и новые коммуникационные технологии в средствах массовой информации. За 10 лет развития специализации я понимаю, что очень многие действительно стали пиарщиками и нашли в этом очень много интересного. Сумели соединить мультимедийные подходы, мультимедийные наработки, творческие подходы, умение писать, сочинять, снимать, разговаривать, убеждать, уговаривать и станцевать, и вовремя спеть и так далее.
смотреть на все происходящее глазами организатора. Это человек, который умеет устанавливать контакты. И самое главное заниматься имиджем, заниматься собственным имиджем и разрабатывать и укреплять имидж других. Распространение, в частности, интернета, позволило нам сформулировать идею подготовки интернет-журналистов, в которых современное коммуникативное пространство, в частности, нашей республики, достаточно остро нуждалось в то время. Вместе с Московским государственным университетом год в год первыми в России выпустили в свет первых кибержурналистов. Был создан в 2003 году свой факультетский ресурс mediar.ru. Пока в Татарстане аналогов нет. Веб 2.0 с возможностью подкастинга, ТВ, радио, возможностью вести дневники на сайте, блоги. Где-то сейчас в среднем 300 хостов, то есть в месяц около 6-7 тысяч. Требует свежей крови специализации сегодня. И с одной стороны она будет развиваться на стыке с тенденцией конвергенции, наверное, да, с другими электронными СМИ. С другой, она будет развиваться за счет каких-то новых веяний внутри как интернета в целом, так и в интернет-журналистике. Новые специализации, они стали не дополнением к специализации тележурналистики, они стали самостоятельным звеном, продолжающим наши идеи вот такого креативного, творческого развития студентов и идеи возможности самоопределения в профессиональной деятельности. Лаборатория, которая создана для того, чтобы активизировать и интенсифицировать деятельность в области подготовки журналистов, она выполняет функции, вот это настолько необычная организация, она выполняет функции и учебно-практической лаборатории, и лаборатории научно-исследовательской. На сегодняшний день мультимедийная учебно-производственная лаборатория состоит из 4 частей. Это интернет-лаборатория, мультителемастерская, затем цифровая фотолаборатория и электронный пиар. В принципе, можно сказать, что лаборатория является базой практики для всех наших специализаций, для каких-то в большей степени, для каких-то в меньшей. Работа лаборатории очень удачно вписывается в деятельность нашей кафедры по становлению концепции мультимедийности. И поэтому, что касается перспектив нашей работы, то здесь усиление роли лаборатории как базы практики и, в принципе, можно сказать об интеграции наших специализаций на базе МУПЛ. Профессионализм, который расписывается по нескольким ступеням, это умение чувствовать свой внутренний потенциал, понимать то, что хотят от тебя окружающие, самое главное то, что ты можешь дать, честное отношение к поставленной цели. Развитие нашей кафедры будет проходить ускоренными темпами. Речь в настоящий момент идет о том, что у нас пойдет целевой набор на телевизионную специализацию. Речь идет о том, что нам по силам в настоящий момент выходить на широкий экран и готовить свои собственные студенческие программы. Должна появиться, и она появится, команда молодых журналистов, которые будут эту специализацию развивать. То направление, которое выбрано нами, это верное направление. Ух ты, батюшки мои, ух ты. Значит, это верное направление, да, и вот этот салют этому, наверное, подтверждение. Наличие перспектив – это одно из самых главных наших завоеваний, потому что мы развиваемся, мы растем. Ну чего еще желать?